Предстоящей зимой жителям якутского села Аймикон не грозят перебои с отоплением. Там открыли новую высокотехнологичную котельную, а вместе с ней полностью перестроили систему централизованного теплоснабжения села. К ней уже начали подключать жилые дома и социальные объекты. С российского полюса холода репортаж Дмитрия Макарова. В одном из самых морозных уголков планеты становится теплее. Новая котельная запущена в отдаленном селе Аймикон. Поздравить жителей с долгожданным событием пришел даже якутский повелитель холода Чисхан. Спасибо строителям за ваш качественный и очень полезный труд. Теплообъект оснащен 3 мощными котлами. Он отвечает всем современным требованиям и полностью механизирован. Человеческий труд сведен к минимуму. Старая котельная вся ручная, руками, котлы лопатами, шлак тоже из котла выбирали лопатами, вот так. Сейчас все компьютер. Вот. Энергетики полностью перестроили систему централизованного теплоснабжения села. Для этого, кроме возведения котельной, проложили километры труб и поставили теплопункт. Уже сегодня достоинство стабильного отопления оценили жители 49 домов. Мы построили новые объекты, подключили всех потребителей, которые были подключены ранее, а также новых абонентов в объеме 1,4 гигакалории. В 2020 году мы продолжим строительство тепловых сетей и техприсоединения еще порядка 39 домов жилых. В планах на ближайшие годы снабдить качественным теплом все жилые дома Аймикона, чтобы людям были не страшны даже самые лютые якутские холода. Село Аймикон называют полюсом холода. В 1927 году столбик термометра здесь опустился до 71,2 градуса ниже нуля, о чем свидетельствует этот памятник. Это самое холодное место в северном полушарии. Знаменитые морозы с каждым годом привлекают все больше экстремалов со всей планеты. В администрации села уверены, что теперь стабильное теплоснабжение поможет в создании крупного туристического кластера, реализация которого намечена на ближайшие годы. Начнутся строительство новых гостиниц, магазинов, приедут какие-то инвесторы там для привлечения туристов. Вместе со строителями символическую красную ленту перерезает ученица Аймиконской школы Аида Сукулова. Она победительница конкурса на название для новой котельной. Ее вариант ИЛГ, по мнению теплоэнергетиков, стал лучшим. ИЛГ в переводе «дающий силу» и «обволакивающий тепло». К дому самой Аиды центральное отопление еще не подвели, но обещают уже на следующий год. Таким образом, в Аймиконе заготовка дров на долгую зиму теперь постепенно уходит в прошлое. А значит, жить в одном из самых труднодоступных поселков страны становится комфортнее. Дмитрий Макаров, Владимир Ермаков. Вести. Аймикон. Полюс холода. Якутия.